Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 20 июня 2020 года. Посмотрим, что ждет нас в этот день. Достанем карты и для отношений, для работы, для финансов и неожиданность дня. Так, сегодня у нас король мечей выпадает как карта дня, а это значит, у нас будет настроение для отдыха, у нас будет настроение расслабиться, вкусно покушать, выпить, поговорить с близкими, друзьями по душам. Для кого-то это будет хороший день для творчества, для кого-то это будет возможность разобраться с какой-то внутренней проблемой, для кого-то это будет возможность найти работу на дому. Карта, в принципе, хорошая, она лишь немного эмоциональная. Но, скорее всего, потому что, может быть, накопилось много эмоций, и они требуют выхода. То есть ни в коем случае их нельзя оставлять, их нужно обязательно выводить из себя, скажем так, какими-то легкими такими приятными способами. Конечно же, не нужно их глушить алкоголем или какими-то еще зависимостями. Не нужно, допустим, головную боль глушить лекарствами, да, лучше вот именно какие-то психологические здесь методы нужны. Также карта говорит о том, что сегодня, если вдруг что-то заболит, то нужно обязательно обращаться к доктору. Лучше не заниматься самолечением, потому что здесь вот может быть какой-то, знаете, как отравление какое-то, даже вот лекарствами, да, или химией какой-то. Также карта говорит о том, что вы сегодня захотите как-то выйти из привычной обстановки. Может быть, кто-то поедет на природу, для кого-то есть возможность, может быть, на море оказаться, да, у речки. В общем, там, где вода, вам будет очень хорошо. Будет ваше состояние выравнивать это. Для кого-то это может быть даже поездка за границу. Но так как у нас это все-таки карта дня, вот все-таки я говорю о более таких мелких каких-то вещах больше. Да? Также можно сказать еще о том, что будет что-то, либо вы будете что-то скрывать, либо от вас кто-то что-то будет скрывать. А это вот не очень хорошо, потому что вот у нас рядом лежит еще пятерка пентаклей, да, то есть когда мы не понимаем себя, когда мы не понимаем другого человека, когда мы сами себя обманываем или когда нас обманывают, это всегда вызывает, ну, в будущем либо скандалы, ссоры, проблемы, да, либо просто даже такое неуютное состояние. То есть мы интуитивно душой чувствуем, что в отношениях нет правды, да, и это нас очень огорчает. Что будет нам помогать? Будет помогать девятка чаш. Это у нас карта удовлетворения, да, удовлетворения своих желаний. Когда мы с близкими, с семьей, с друзьями, когда мы, если, допустим, это рабочий коллектив, мы тоже, допустим, какие-то, может быть, корпоративы празднуем, либо просто очень такое комфортное состояние в коллективе, все дружат, все друг другу помогают. И также карта говорит об удаче, да, то есть если вы планировали какие-то праздники, какие-то вечеринки, очень все удастся хорошо, вы будете довольны. И вообще девятка чаш – это карта такого, знаете, глубокого удовлетворения, когда мы вот заслужили что-то, и мы это понимаем, чувствуем, да, это вот такой праздник души. И, скорее всего, нам тут нужно его себе позволить для того, чтобы хорошо себя чувствовать. А что будет мешать? Пятерка пентаклей. Будет мешать уныние, будет мешать то, что мы жалеем о прошлом и боимся будущего. То, что мы остаемся с какими-то своими грустными мыслями наедине с собой, да, что мы не пытаемся идти к людям, не пытаемся общаться, а вот остаемся в одиночестве, остаемся дома или, может быть, переживаем за что-то очень. Вот это будет нам мешать. А пятерка пентаклей у нас астрологически это Меркурий в Деве. То есть Дева это, знаете, как символ долга, да?
А Меркурий – это близкий круг. То есть получается так, что мы страдаем от того, что мы вынуждены делать что-то для своих близких, для своего близкого круга, а мы, видимо, этого не хотим, да. Так вот тогда и держим это в тайне, страдаем от этого. Может быть, стоит об этом поговорить и решить этот вопрос. Может быть, нужно убрать с себя какие-то обязанности. Может быть, вы сами себя в это состояние долго ввели. Может быть, это совсем даже и не нужно. То есть вот как бы над этими вопросами неплохо было бы задуматься. Для отношений выпадает карта «Мир», просто замечательная карта, которая говорит о том, что вы здесь вот достигаете того, чего хотите. Может быть, кто-то даже и поедет в какое-то дальнее путешествие, в отпуск, допустим, кто-то будет отмечать, может быть, какой-то юбилей, праздник. У кого-то важные какие-то события будут происходить в паре, в семье. То, что меняет совершенно жизнь, да, это может быть и брак, это может быть и рождение ребенка, и все что угодно, что очень такое решающее значение имеет. Для тех, кто в поиске партнера, девятка пиковая. Вот карта говорит о том, что вы пока что находитесь в таком же состоянии, в каком и были, да, но у вас очень скоро есть возможность встретить человека, с которым вы вот прям как половинка, как две половинки одного целого, да. То есть человек действительно с вами на одной волне, очень может быть комфортно вам с ним будет, но вот не сегодня, в ближайшее время, потому что старший аркан здесь уже обещает вам такую встречу. А для тех, кто в паре, дама бубновая говорит о том, что у вас какие-то были сложности выбора. То ли, может быть, вы никак не могли решиться, оставаться вам вместе или нет, или там заводить ребенка или нет, или еще какие-то вот такие муки выбора были, да, и вот у вас наконец-то сегодня это все заканчивается. То есть вы решаете этот вопрос, вы переходите на новый уровень, либо вы долгое время чего-то ждали, и вот сейчас получаете как раз вот то, что нужно, да, то есть ваша жизнь как-то поворачивается в другую сторону, и вы, в принципе, довольны. Но здесь самое тут важное, что без обязательств не обойтись. То есть самое главное, чтобы каждый из партнеров выполнял свои обещания, скажем так, не обязательства, да, а обещания. Тогда вот у вас все будет в порядке. А для тех, кто в ссоре, шестерка червовая говорит о том, что вы можете помириться, но, скорее всего, немножко подождать придется. Не так быстро это произойдет, но вы, в принципе, можете сегодня заложить как бы вот это новое начало от ваших отношений. То есть, понемножку, потихонечку, да, вы можете приближаться к примирению. Не рассчитывайте только на быстрое примирение. Для работы выпадает рыцарь жезлов, а это значит, в работе вы будете все успевать, у вас будет очень много, видимо, дел, занятость большая, может быть, и поездки, конечно, будут, да, с транспортом что-то связанное. Но вы, в принципе, здесь в оптимизме, у вас много сил, много энергии, и вы все решаете вовремя. Для тех, кто в поиске работы, вы, кстати, можете найти работу в какой-то государственной структуре, либо в предпринимательстве, да, то есть у предпринимателя у какого-то можете найти работу, может быть, в суде или в администрации, или в налоговой. В общем, какие-то, может быть, государственные учреждения, может быть, кто-то даже вот в военный, да, какой-то, может быть, как сказать, допустим, военная тема, я не знаю, как это правильно сказать, да, если вот у вас есть такое желание, вот кто-то, может быть, в армию, допустим, по контракту, да, устроиться. Так, теперь для тех, кто работает, уже туз червовый выпадает. Карта говорит о том, что здесь очень много активности, как бы карты эти друг друга подтверждают, очень много активности, очень много, как сказать, ответственности, да, но в принципе все здесь решаемо, в принципе все у вас идет как надо. Вы знаете, даже что-то новое вот приходит в вашу деятельность сегодня, может быть, новые люди какие-то, новые возможности, может быть, будет меняться руководство,
или, может быть, будет меняться круг ваших обязанностей. Для тех, у кого свое дело. Карта говорит о том, что вы будете, скорее всего, отдыхать сегодня, да, будете больше заняты домом, семьей, отношениями, либо просто вот создавать какой-то комфорт для себя, такой комфортный отдых. В деньгах у нас маг выпадает, карта хорошая для коммерции, карта хорошая для каких-то небольших покупок, продаж. В общем, такие небольшие деньги, как если, допустим, у вас какое-то маленькое свое дело, да, просто очень успешный день, хорошо денежки будут приходить. Ну и, конечно же, тратить мы тоже можем, но здесь как-то разумные такие траты. Для тех, у кого зарплата, да, кстати, вот могут приходить неожиданные деньги, как выигрыш какой-то, либо просто подарок. Для тех, у кого свое дело, у вас начинает давать деньги какой-то новый ваш источник дохода. Вот, или вы, допустим, недавно учились чему-то новому, и это начинает давать деньги. Или, может быть, просто ваше дело как-то развернули так, перестроили, что у вас сейчас все по-новому. Ваше дело начинает давать вам деньги. Неожиданности у нас выпадает карта правосудия. А это значит, что мы можем в этот день договариваться, мы можем в этот день заключать какие-то важные контракты. И что самое важное, что здесь все происходит по закону, скажем так, да, вот не получится, допустим, получить того, что не заслужил, не заработал. Вот сколько заработал, столько получил. Сколько вложил в отношения, столько и любви, столько и заботы и так далее. То есть вот такое равновесие. Ну и плюс еще здесь может быть неожиданное заключение какой-то сделки, допустим, откладывали, да, долгое время, либо, может быть, кто-то получит предложение руки и сердца. Для кого-то это может быть какой-то подарок очень приятный, красивый, да, это вещь какая-то, или, может быть, косметика, аромат там для женщин, да, украшения какие-то, цветы. Что-то очень приятное здесь может быть. А может быть, кто-то вас неожиданно поддержит. Допустим, человек, на которого вы не рассчитывали, он вдруг вас поддержит, и вы будете чувствовать удивление такое, да, то есть не ожидали. Какой итог дня будет? Девятка бубновая. Какие-то у вас сложности заканчиваются и больше не возвращаются. Либо вы меняете социальный свой статус, и уже больше к старому возврата нет. Очень часто такое бывает, когда вот там свадьба, рождение ребенка, в общем, какие-то очень важные события, которые вот нас меняют, и уже мы никогда не будем прежним. Если мы, допустим, ребенка родили, мы уже навсегда мамы и папы, да, и уже никогда не будем другими. То есть это вот такого рода события какие-то. Ну и, конечно же, может быть по этой карте какое-то деструктивное поведение. Вот нужно опасаться того, чтобы под влиянием эмоций каких-то, да, какие-то неприятные вещи кому-то говорить необдуманно, да, или, может быть, из-за того, что у нас какие-то излишества, да, зависимости, у нас может тут проявиться как болезнь, да, вот смотрите, вот осторожней с этим. А в остальном вот это позитивная карта, которая говорит о том, что ваша жизнь трансформируется, меняется, улучшается, переходит вот из одного состояния в другое. Друзья, желаю всем прекрасного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.